неопределенные местоимения. В финском языке образуются при помощи числительного «пир». Как известно, основное лексическое значение один. Но у этого слова также есть второе значение. Это значение неопределенности. Сочетание с частицей «ле» выражает неопределенность. На русский язык переводится как «какой-то», «приле», «какой-то». Например, «приле-гижи», «приле-гижи» будет переводиться как «кто-то». Дословно же «какой-то человек». «Приле-жуве» что-то. Какой-то предмет. Сочетание вопросительных местоимений с неопределенным местоимением «пир», например, «ажан пир», переводится на русский язык как «когда-нибудь». Первый компонент данной конструкции – это и есть вопросительные местоимения. А «пир» на русский язык переводится как «не-будь», «либо», «то». А «жан-пир» можно перевести как «когда-нибудь», «когда-то», «когда-либо». Точно так же и с остальными вопросительными местоимениями. «Кайын-пир» откуда-нибудь, кайын откуда, откуда-нибудь, откуда-либо, откуда-то. Кайнар-пир куда-то. Кайнар-пир куда-то, куда-нибудь. Неопределенные местоимения также образуются по следующей схеме. То есть схема данных конструкций такова: вопросительные местоимения плюс «пир». Вот такая вот схема. Точно так же схема неопределенных местоимений в тувинском языке может выражаться следующим образом. Точно так же вопросительные местоимения, но плюс конструкция «таабуза». Например, «кажандабуза». Когда бы то ни было. «Кажандабуза». Когда бы то ни было. Хоть когда. «Кайындабуза». Откуда бы ни было. Куда бы ни было. Хоть куда, хоть откуда.